Усім салют, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. І сёння мы размаўляем пра музыку. Нашы сённяшнія госці, удзельнікі гурта «Нізкіс», фронтмен Александр Іллін і бас-гітарыст Сергей Кульша. Прывітанне. Прывітанне. Заўтра хлопцы, то бок 30 чэрвеня, у суботу граюць у музеі народнай архітэктуры і быту на вялікім беларускім оўпэн-эйры. Наш дзень, вось, дарэчы, што заўтра пакажаце прыхільнікам, ці доўга будзе цягнуцца ваш сет і што новенькага можа быць? Времени, судя по тому, как мы разговаривали с организаторами, там где-то минут 50, час будет у нас времени. Поэтому, естественно, мы самые свои лучшие песни сыграем, на наш взгляд, боевики, так сказать. Поэтому все, кто нас знает и знаком с нашим творчеством, я думаю, не останутся без тех песен, которые бы они хотели услышать. Ну, ввогуле, як вам ідэя такого выключна беларускага фестывалю? У чым, як вы думаете, фішка такого фесту, і ці павінны яны быць у Беларусі? Ну, я считаю, что нужно, конечно, потому что это круто. Чисто белорусские исполнители. Опять же, надо посмотреть, насколько наша публика готова к таким фестивалям, потому что на той же соседней Украине это как бы нормой считается. То есть там, а если какой-то крупный фестиваль даже с зарубежными звездами, да, то к местным украинским исполнителям относятся не менее, допустим, хорошо, чем к звездам. Поэтому надо развивать. Если это будет как бы на регулярной основе фестиваль, то это будет вообще круто. Единственное, конечно, я вот сегодня, вчера думал, что вот в этом году 12, скажем так, топовых групп в Беларуси, да, что в следующем году тогда представить. Надо новое поколение, чтобы росло. Дарэчы, так, калі тут быў арганізатар фестывалю, мы задавала гэтае пытанне, маўляў, 12 самых лепшых, і што на наступны год, каго вы будете паказваць, але ён кажа, што ўсё адно у нас шмат лепшых у Беларусі, яшчэ 12 знойдзецца. Я думаю, да. Класна. Слухайце, вось зараз, я мушу нагадаць нашим слухачам, што гэта гурт «Нізкіс» сёння ў жывым эфіры Еўрарадыё, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце. І калі ласка, калі вы маеце пытанні да гурта, задавайце, на ўсё адкажам. Ну, вось зараз я тут даведалася, што гурту, оказывается, 10 гадоў, і, в прынцыпе, вы ўжо можаце казаць, што вы такія юбіляры, рыхтаваць які-небудзь вялікі канцэрт, ці будзе такое? Это было бы так, если бы это было бы так. А так, на самом деле, нам, я уже говорил, что группе гораздо меньше, скажем, наполовину меньше, потому что активно мы занимаемся этим уже лет 5. То есть, как вышел наш дебютный альбом, спустя там какое-то время, когда там начали там какие-то концерты организовываться, там приглашения какие-то, там опять же участвовать в различных конкурсах. То есть тогда уже, когда активная деятельность началась, тогда, в принципе, можно считать, потому что в 2008, как официально там у нас на всех страничках написано, там в каких-то источниках, мы в 2008 существуем, но записали сингл, и, по сути, 4 года, 5 ничего не делали, кроме как там вот в период там, с 10 по 12 год записывали альбом. То бок 5 гадоў, так само юбилей. Ну, да, но мы все-таки дождемся десятилетия, чтобы это уже было более основательно, подготовимся основательно. Сергей маўчыць, што-небудзь скажаце? Нічого добавить можу. Добра. Як вы лічыце, колькі ўвогуле гадоў мусіць граць беларускі гурт, каб стаць сапраўды папулярным? Вось вы 5 гадоў на сцэне, ці адчулі вы ўжо нейкую папулярнасць? Ну, я думаю, что да, уже стали узнавать некоторые, даже если, судя по тому, как мне говорят, что даже слушают наши песни, некоторые приходят на концерты, то я думаю, да, наверное, мы чего-то добились. У краме познаюць? У Могилеве? В группе? Ну, у Могилеве, у краме познаюсь. Да, бывает случай. Конечно, я смущенно говорю, что давайте выйдем хотя бы из магазина, чтобы сфотографироваться, поэтому бывает, да. В автобусах, даже в кинотеатре один раз. Зоркі не ездзіць у метро, вы што, якія аўтобусы? Бывает. Ясна. Слухайце, ну вось раней, напрыклад, там 90-е годы, так, 2000-е пачатак, Магілёў заўсёды славіўся такой моцнай рок-тусоўкай. Усе ведалі Віталіка Шума, ведалі клуб Куба, так. ЦЖР. Так, і тое, што там у вас, сапраўды такая мека року ў Магілёве. Вось што зараз гэтым самым рухам? Ці застаецца нейкая такая дзвіжуха, якая, можа, тут у Мінску не бачная, альбо там нешта все зусім змянілася? Нет, уже закончилось все. А чему скончилось? Потому что выросли те, кто делали движуху. А зараз же А новых не появилось. Ну, але есть гурты, Акута, есть Нізкіс. Группы есть, но каждый сам по себе.
Ну, по сути, да, получается, что те, кто когда-то там, вот опять же, в 2008-2009, там, может быть, чуть раньше организовались, скажем так, те, и, по крайней мере, если они не забросили это дело, то они на плаву. Остальные, да, у кого семьи, у кого что, кто-то там, конечно, быт переборол, да, потому что это занятие музыкой, это нелегкий труд, и, скажем так, не краткосрочный, когда тебе сразу начнет какие-то там финансовые потоки приходить и так далее. Поэтому те, кто уверен в том, что чего-то добьется, тот продолжает этим заниматься. Але калі б, наприклад, ви ось, вы пачыналі, не пачыналі, не ведаю, ваш разгар такі творчы апынуўся на тыя годы, калі вось у Магілёве была движуха. Вам бы было прасцей некуды прабіцца? Вам бы было лягчэй існаваць? Нет, мы всегда вне тусовки были. Чаму? То есть, Что так такого? получилось. Вы такие хлопцы. То есть она нам не помогла и не Да, мешала, то как есть бы мы сами по себе. Получалось как? Вот то, что мы сейчас играем, по сути, не то, что мы там такие какие-то ортодоксы и все остальное, что мы там все в одной стезе. Мы пытаемся, естественно, развиваться. Но на тот момент, когда там у нас все кипело, гудело и так далее, да, то есть было там популярен какой-то, допустим, new metal, там, core, мы опять же выбивались из этой тусовки. Потом началось там типа... Вот «Сердце дурака», там все вот такой интеллектуальный, скажем так, рок. А не скажу, что у нас глупые тексты, да, но опять же мы упор делаем не только на тексты, но на аранжировку, на музыку, то есть чтобы это вкупе было все. Поэтому мы опять же в ту тусовку не попадали. Были какие-то движения рэперов, соответственно, естественно, мы туда не попадем никак. И поэтому мы все время как-то в разрезе всех этих тусовок шли своим путем. Ну, а як зараз выглядае магілёўская сцэна? Што зараз увогуле адбываецца ў горадзе? Вось, напрыклад, ты прыехаў у Магілёў, ты можаш куда-нибудь пайсці и где-нибудь пажыць музыку? Можно. В любом заведении, где есть аппарат, на котором можно извлекать звуки, живем. Вас удивительно порадуют наши многочисленные кавер-группы. Ну, гэта, мне падаецца, увогуле такі прызнак цяперашняга часу. К сожалению, да, многие, те, кто действительно хорошо играли и что-то из себя представляли, многие тоже ушли в эту сферу. Але ці хіба гэта кепска? Это печально. Серьезно? Это не то чтобы печально даже. Я знаю много людей, которые... наоборот, из кавер-групп пытаются сделать что-то, какой-то свой продукт, да, ну, и это действительно считается, что это была кавер-группа, то есть какие-то штрихи, фишки, которые, скажем так, подсмотрены у более взрослых, мастеровитых там ребят. Ну, а вы кавер когда-нибудь играете? У нас один кавер. Один кавер мы играли, да, это на песню группы «Люмен», «Секунда». Ну, и один раз мы играли... Там проект был такой, по-моему, Rock Life, или как-то назывался, на телеканале ОНТ. Мы перепели песню Elevation. Легенда Live. Легенда Live. Перепели песню U2 Elevation. Самое интересное, когда нам поступило предложение сыграть что-то с U2, я думаю, классно было бы, если бы Elevation. И нам как бы по жребию выпала эта конкретная песня, и мы ее сыграли. Я очень доволен. Ага. А вас увогуле на веселье клічуць іграць? Нейкія карпоративы? Есть у вас гэты досвід? Бывает, конечно. Мы только авторское играем там. У нас одно условие, все, то есть вы понимаете, что мы ничего не будем играть, кроме как своего. И что? И выконваюць да, людзі? Да, это То так у бок нас няма условие. такога сыграць мурку? Случайные не зовут. Да, случайно не Знают, зовут. кого зовут. Але гэта карпоративы, гэта веселье? Веселье нават? Корпоративы. Да, больше корпоративы, корпоративов, конечно. Ну, там раза 3-4 на свадьбах играли. Как бы, ну, это такие, скажем, те, кто может себе позволить. Сябры, гэта гурт «Нізкіс» у жывым эфіры Еўрарадыё. Калі у вас есть пытанні да каманды, калі ласка, задавайце, хлопцы на ўсё адкажуць. Я нагадаю, што заўтра, 30 чэрвеня, «Нізкіс» будзе выступаць у межах фестываля «Наш дзень». Гэта вялікі беларускі open-air, дзе будуць граць 12 толькі беларускіх гуртоў. Так, пытается Виталий Ругайн за 5000 баксов адыграйце рэпертуар Стаса Михайлова. Вось. И яшчэ Яна за 50 тысяч. За 50 тысяч. О, за 50 тысяч, так? Саша? Специально для него. Можно даже белорусских. Белорусских. И яшчэ просіць, каб вы у нас прэзентавалі сваю песню. Прэзентуйце у нас свою песню. У нас есть новая рубрика, такого вы не чулі.
Вось, так што... Ну что, симпровизируем что-нибудь? Зараз давайте. Дарэчы, што там новенькага ў гурта «Нізкіс»? Вось вы ў мінулым годзе, здаецца, так? Да. Выпусцілі альбом. Прошлой весной, Як в яго, конце. дарэчы, ўспрынялі? Ці задаволены вы тым, як ён увогуле прайшоў? Не все поняли сразу. Да, не все поняли, но сейчас со временем, как бы, ну, в принципе, реакция очень даже хорошая. В целом, те люди, которые нас знали, они были приятно удивлены тем, что это немножко по-другому получился альбом. Не совсем того они ожидали, но потом, рассмаковав, скажем так, все пришли к выводу, что очень классный альбом. Окей, а, наприклад, новая публика до вас пришла? Да, в том-то и дело, что те, кто практически вдвое увеличилась старая, новая публика. Зараз ужо вы нешта новенькае папісваеце? Сейчас готовим, да, материал. А гэта таксама будзе альбом, ці будзеце паціху выпускаць сінглами? Ну, мы еще думаем, возможно, это будет, допустим, альбом из 2 частей. Ну, вот так. Зараз все ж ёсць сэнс у выпуску альбому? Ну, наблюдая так, за общими тенденциями там, шоу-индустрии, все меньше, мне кажется, в этом есть необходимость, потому что даже западные исполнители какие-то зачастую переходят, ну, топовые исполнители переходят зачастую в рамки издания синглов и клипов. То есть там, ну, 2-3 песни, допустим, выпустить, а потом, подытожив, там, спустя 2-3 года, то есть с добавлением, допустим, какой-то делюкс-версии, там добавят еще 5-7 песен и выпускают. Поэтому... Ну, але падвойны альбом, гэта ж такая вялікая праца, гэта мусіць быць нейкая адзіная канцэпцыя, так разумею. Ну, конечно. І што, ўжо напрыдумлялі нейкіх есть романы, есть музычныя идеи, романы? Да, но это, естественно, не будет такое повествование от лица или от 2 лиц, как в альбоме Оксимирона, да, «Горгород». Ну, это будет какая-то общая, естественно, концепция, общая линия. По крайней мере, это не будет история, но выглядеть это должно именно так. Романтычная нейкая гісторыя ад Конечно, «Нізкіс», толькі нешта романтычнае чакаць. Только так. Дарэчы, вось ты ўзгадаў Оксимирона, ці не збіраліся вы нешта такое унесці у сваю творчасць рэперскае, моднае, хіп-хоперскае, вось пачытаць нешта такое, нейкія тэксцікі? Ну, сами читать точно мы не планировали, по крайней мере, в песнях. Да, конечно, были идеи, там и остаются идеи какие-то. Опять же, это все зависит от... те люди, с которыми мы хотели бы, допустим, что-то совместное сделать, то это они, скажем так, более на данный момент статусные, чем мы, поэтому это должно быть, мне кажется, на обоюдном, как бы, выгодных условиях. То есть, чтобы и нам, и им это какой-то выхлоп дало. Поэтому... А чаму, думаеце, вы зараз настолькі папулярны рэп? Што ў ім такога, што людзі так падселі на яго? Ну, мне кажется, что это просто... Если в 80-х, допустим, конец 80-х, середина, конец 80-х, может быть, даже начало 90-х, там какие-то протесты, допустим, в текстах были, да, какие-то такие более личностные, откровенные какие-то повествования в песнях были, и положено на рок-музыку, да, то потом это как-то все смягчилось, более такие расслабленные песни какие-то пошли. Ну, а сейчас рэп, как бы, там максимальная смысловая нагрузка, то есть музыка постольку-поскольку, там хороший, качественный, запоминающийся сэмпл какой-то, да, там, по ходу песни, ну и главное текст, поэтому, может быть, устали от таких лайтовых каких-то вещей, хотят чего-то такого. Ну и время, скажем так, последние 10 лет так вот требует, чтобы немножечко все подсобрались, а то слишком расслабились. Сергей? Ну что, рок свои позиции сдал, а рэп сейчас все медиа захватили, грубо говоря. Поэтому молодежь больше слушает рэп, интересуется. Давайте зараз перервемся на невялікую паузу. На хвалях Еўрарады будуць навіны, і потым працягнем размову з гуртом «Нізкіс». Заставайцеся тут. Зійшлися в танці, зима закінчилася рано вранці. Танок – це коли у колі танець, у такому випадку я індіанець. Все мене цікавить, все мене турбує, якщо прислухатися,
відчуваю запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи додає багаття віри, чи гріє взимку ведмежа шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля вігвама, на кого полює так, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації. Танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, танули. Ведмеді попрокидались. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Зміцер Дашкевіч, Ягор Лаўрухін і Валерый Мінец, кіроўца грузавіка, вызвалены з міліцыі. Нагадаю, крыжы, якія яны везлі ў Курапаты, ім не вярнулі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала жонка Змітра Наста Дашкевіч. Адміністрацыйны пратакол быў складзены па артыкуле парушэння правілаў гандлю і аказання паслуг насельніцтву. Па ім прадугледжаны штраф да 10 базавых велічыняў, гэта 245 рублёў. Пазаштатнага журналіста Белапана Андрэя Шаўлюгу судзяць не ў маскоўскім, а ў першамайскім раёне. Яго знайшлі там калегі ўжо пасля таго, як пачаўся суд. Шаўлюгу вінавацяць у непадпарадкаванні міліцыі. У чацвер ён рабіў здымкі акцыі ў падтрымку ЛГБТ. Дарэчы, удзельнікаў гэтай акцыі Вольгу Рамашку, Надзею Крапівіну і Дмітрія Ефремова таксама будуць судзіць за непадпарадкаванне законным патрабаванням супрацоўніка міліцыі. Віцэ-прэм'ер, былы міністр аховы здароўя Васіль Жарко пракаментаваў гучную карупцыйную справу ў сферы аховы здароўя. Затрыманыя 50 функцыянераў сферы. Сярод іх дырэктар прадпрыемства «Белмедтэхніка» Александр Шарак, у гаражы якога знайшлі $620 000. Высветлілася, што кошт лекаў і медабсталявання за карупцыяй завышаўся на 10-60, у некаторых выпадках на 100%. Жарко прызнаўся, што проста не чакаў такіх маштабаў карупцыі ў сферы, якую ён, нагадаю, курыруе. Сёння ў мемарыяльным комплексе «Трасцянец», дзе быў лагер смерці падчас Другой сусветнай вайны, прайшоў мітынг рэквіем з удзелам прэзідэнтаў Аўстрыі ды Нямецчыны. Таксама быў Александр Лукашенко, які згадаў пра дэманаў нецярпімасці, з якімі сутыкаецца сусветная супольнасць і да гэтага часу. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікова і мои сённяшнія госці, удзельнікі гурта «Анискис», Александр Ильин і Сергей Кульша. Яшчэ раз вам прывітанне. Я нагадаю, што нас можна глядзець, не толькі слухаць дакладней, а глядзець яшчэ ў Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце. І калі у вас ёсць пытанні да гурта, калі ласка, задавайце. Вось Павел Свердлоў, наш галоўны рэдактар, цікавіцца. А не, Павел Сидоров, пробачьте. Так, он пытается. Добрый день. Планируете выступать на открытых площадках Минска в ближайшее время и когда? Так, все эти организационные... Только выступили недавно. Да, мы, кстати, недавно выступали. Где мы недавно? А, да. Там... Мы же в музее выступали. Да, здесь. Недалеко выступали. А да, будут по городу, я уже не помню, потому что я не отвечаю за эти... Надо посмотреть свой график. Ну, то вот некие планируются выступы, так? Ну, конечно, у нас там в этим летом у нас достаточно большое количество и фестивалей, каких-то таких мероприятий на открытом воздухе, поэтому конкретно за Минск не могу ответить, потому что я этими моментами не занимаюсь. У меня скорее так, выступаем в этом месяце там, или на этой неделе там-то и там-то. Будьте готовы, мужчина. Слухайте, вот раз у вас уже такі шчыльны графік гастрольны, так, канцэртны, то бок я так разумею, што ўсё, гурт уже развітаўся з працамі сваімі рознымі і ўжо акунуўся ў галаву у музыку? Нет, еще никто не отменил закон о тунеядстве. Серьезно? И вы вось такие запатрабаваныя и боитесь гэтага тунеядства? У нас просто такие работы, скажем так, на которые мы вот, допустим, среди недели в любой момент мы можем сорваться. Скажем так, мы работаем сами на себя. Ясно. Вы индивидуальные предприниматели? Да. Так. И что вы вырабляете? Шоу-бизнесом занимаемся. Индивидуально. Ясно. Ну, нормально так само. Так, у минулой части программы вы сказали, что все, рок мертвый. Чему тогда играете рок?
А у нас не рок, у нас поп-музыка. Поп-музыка все же. Мы как дефибриллятор должны немножечко встряхнуть это все дело. Но опять же, вразрез. Мы не любим ходить, допустим, если модно рэп, давайте-ка мы переформатируемся и начнем играть рэп. А кто будет тогда играть рок, когда тут засилие рэпа? Поэтому, опять же, найдется и на нас, на нашу музыку, и на нас слушатель, который, как я устал. Кстати, много в комментариях мне ребята говорят, что пишут, что спасибо, что вы продвигаете дело «Жизнь рока», потому что засилие, ну, в частности, с той же России пишут очень много, что реально просто заполонили все. Спасибо, что вы делаете, приезжайте, сделайте тур по России. Ну, дарэчы, як бы рэп, мне падаецца, ўсё ж не настолькі блізкі беларусам, каб уже тут все просто цалкам перайшлі Ну, на это яго. если рассматривать с позиции, если у нас исполнители, конкретно у нас в Беларуси. Они есть, да, но те, кто есть, новые имена не появляются. А Бакей? Есть Бакей, ну, я хотел Бакей только сказать, и да, ЛСП. да. То есть, опять же, это определенный уровень должен быть. Опять же, смысловая нагрузка какая-то серьезная должна быть. А если так посмотреть, опять же, по тем же концертам ЛСП или Оксимирона, они забивают очень большие залы битком. То есть, значит, спрос есть на эту музыку. Это не просто люди пришли, а модно слушать. Я где-то слышал Оксимирона, не слышал ни одной песни, дай-ка я схожу. Нет, они слышали это и идут на концерт. Поэтому есть. Это уже другой вопрос к поколению самих белорусов, допустим, которые... Им, может быть, проще послушать, чем самим что-то создать. Ну, естественно, проще покритиковать, чем самому что-то создать. Дарэчы, як вы ставіце да крытыкі? Отлично. Если она конструктивная. Ну, а что такое конструктивная критика, вось цікаво? Это когда человек, ну, есть у меня несколько людей, которым я не буду их называть, к которым я прислушиваюсь, по крайней мере, если они с позиции профессионала говорят, какие есть недочеты там в песне, какие нюансы, которые можно было бы исправить, чтобы это стало лучше. Опять же, даже уже на готовый материал, как можно это сделать лучше, чтобы оно, допустим, живем еще круче звучало, чем в записи. Поэтому есть такие люди, которые... Гэта музыкі? Ці гэта журналісты, крытыкі? В основном музыканты. Есть несколько журналистов, которые тоже говорят об этом. Ну, они как бы со своей позиции, люди, скажем так, накушавшиеся не один год в этой индустрии, они знают, мне кажется. Они в теме, по крайней мере, то, что они от них слышу, допустим, о новых там формациях, каких-то музыкальных, да, стилях. То есть они разбираются в этом. То есть они советуют, и я прислушиваюсь. А если это просто там, допустим, да, не, ребятки, прошлая песня была круче, я бы сделал вот здесь соляночку получше, запил такой-то. Ну, спасибо, ребята, мы учтем, но давайте мы как-нибудь сами. Говорит, почему у вас нет соло? Он говорит, сделайте, как у Кипелова, говорит, соло. Да, да, нам один товарищ сказал, что все у вас классно, но нету соло такого, чтобы пальцовочка была, чтобы это было красиво, и в финале, я говорю, наверное, надо еще на монитор поставить ножку, да? Да, это было круто, спасибо, говорю. Так, еще пишет Анна Ветрова. Добрый день, когда сможем увидеть новые клипы? Я думаю, если все нормально будет, осенью. А что это будет за клип, на какую песню? Пока сами не знаем. Пока еще Что-то сами не будет. знаем, что-то будет. Готовится материал, это уже будет на новую песню. Угу. Еще Михаил Мишкин, «Шалом православные», когда вот Воистину. по России. Знаем, это, кстати, человек, привет, Миша, это человек, который, по сути, вот я говорил, что у нас был застой почти 4-летний. Это человек, который нас вытянул из этого дрыгвы, из нашей, я имею в виду не группу Могилевскую, а в общем, Природное явление. Природное явление, да. И он сказал, ребятки, надо сделать, давайте хотя бы одну песенку попробуем записать, как публика воспримет ее. Спасибо тебе, Миша. Угу, Да, ну и как бы, да. тур? А что он спросил? Коли тур по России. Ну, все планируется. Вот сейчас новый материал готовится. То есть уже на осень, Да. там уже у нас там порядка 5, наверное, точно городов в Пока. России есть, пока забито. Угу. Ну, а там будет, естественно, зима пойдет, то есть это уже, естественно, не фестивальное время, то есть это уже будет туровое время. Угу. Ну, зараз вось гэтым летом колькі прыкладна на якой колькасці фэстаў вы сыграеце? Это ўжо Ну, 10, порядка да? 10 точно. Угу. То- Адпачынак у музыкаў ёсць?
Калі там А мы будуць цёплыя отдыхаем, пяскі? когда выступаем, когда ездим, эти передвижения. Пока мы не настолько часто ездим, допустим, чтобы там поехать, двухмесячный тур какой-то, чтобы там в конце этого тура друг на друга не могли смотреть. То есть у нас там раз-два в неделю концерта случается. То есть мы само движение, то есть это интересно, опять же, не дома. Это все хорошо, поэтому. Поедем отдыхать в январе куда-нибудь. На лыжный курорт. Может быть. А, На водно-лыжный. з якімі ўвогуле цяжкасцямі вы сутыкаецеся? Вось беларускі гурт, цяжка быць беларускім гуртом? Не пробовали быть другим. Да, не пробовали быть, да, не белорусским. Поэтому, Ага. в принципе, все это условно, мне кажется, все нормально. Просто делай свое дело честно, искренне. И говори такие же модальности, как я 5 секунд назад. Мгм. Ну, окей, а планку якую вы ставіце для сябе? Во што б вы хацелі, каб як было там праз 10 гадоў з гуртом Нізкіс? Як вы сабе уяўляеце гэта? Ну, в идеале это не то, что, знаете, некоторые журналисты спрашивают, вот какая ваша, допустим, мечта, прям вот пик? Ну, такого не может существовать для музыканта, потому что не может просто по факту существовать, потому что в идеале через 10 лет хотелось бы собирать действительно большие площадки в любом городе, куда бы мы ни приехали. Было еще больше хорошего материала, который бы позволял заполнять эти залы людьми, которые искренне приходили бы и наслаждались этой музыкой, которую мы делаем. Ёсць у вас сілы на гэта ўсё спраўдзіць? Да. Ну, бачыце. А тут яшчэ вось Михаил Мишкин пишет: давайте я вам устрою большой тур на 50-60 городов на зиму-осень 2019. Встретимся, обсудим. Да. Мы только за. Ладно, карацей, сябры, я нагадаю, што сёння госці жывога эфіра Еўрарадыё былі гурт Нізкіс, Александр Ільін і Сергей Кульша. Заўтра каманду можна будзе пачуць і убачыць на фестывалі «Новы дзень», які адбудзецца ў музеі народнай архітэктуры і побыту, што ў Азярцы, недалёка ад Мінска. Вы якімі там па ліку выступаеце? Вы ж бліжэй там... Четвертыми с конца. Четвертые с конца. Мы перед нашими монстрами музыкальной рок-тусовки. Практычна хедлайнеры. Да. Вось, так што, калі што, нягледзячы на дождь, кажуць, будзе дождь. Ну, будем надеяться, что его не будет. Даже если он будет, не пугайтесь, у нас как в Лондоне погода. Выходишь дождь, добрался до места, там уже солнце. Берите дождевики, зонтики, в любом случае оторваться будет приятно. Тем более в таком красивом месте, тем более исключительно с белорусскими группами. Вы завтра будете больше белорусскомовных песен играть, чи все свои, какие есть? Ну, у нас такая традиция, мы, по сути, сет-лист готовим по факту. То есть иногда бывает, допустим, если какие-то фестивали, ты смотришь просто по публике, да, как они настроены, потому что это тоже единый организм, то есть какая группа там раскачала, не раскачала, допустим, примерно ты понимаешь, что ты можешь им предоставить, чтобы держать их в тонусе. Поэтому по факту будем смотреть. Карасей, завтра будзе імправізацыя ад Нізкіс. Так што рыхтуйцеся. Дзякую вам вялікі, што завіталі да нас. Сябры, сустрэнемся праз некаторы час. Заставайцеся з Еўрарадыё.